Главный приоритет – это безопасность Арктики. Якутские спасатели приняли участие во всероссийской конференции «Русский лед», прошедшей в Арктическом учебном центре МЧС России в Вытегра в Вологодской области. Чем удивили коллег якутские водолазы, расскажет Афанасий Николаев. Делегация якутских спасателей привезла на русский лед 3 собственных изобретения: костюм с электроподогревом, систему обогрева дыхательной смеси и плавающие костюмы для спасателей. И если первый экспонат любопытен только тем, что был разработан задолго до серийных российских моделей в 2012 году, то второе и третье ноу-хау произвело фурор. Причем как у спасателей, так и у представителей военно-морского флота. На вид симпатично и функционально. Но за долгое время службы, пока на собственной шкуре не попробуешь, как бы красиво это не выглядело, доверяешь с опаской. Надо. Но на вид очень симпатично, тем более система подогрева, все гениальное должно быть действительно просто. Но и якутским водолазам было на что посмотреть. Конференция собрала более 100 квалифицированных водолазов со всей России, как спасателей, военных, так и гражданских специалистов. К примеру, сотрудники Центра особого риска МЧС России «Лидер» показательно поднимают на поверхность авиабомбу, разумеется, учебную. Причем руководитель спуска в процессе контролирует работу водолаза не только с помощью телесигнала с камеры, установленной на маске, но и с помощью подводных роботов. Незадолго до конференции водолазы «Лидера» работали в Крыму. Крайняя бомба была уничтожена в Крыму, в Феодосии, весом 1 тонна, глубоководная мина магнитная. Была уничтожена водолазами «Лидер». Отдельно стоит отметить то, что инициированная якутскими спасателями экспедиция «Полюс холода» соединяет океаны получила поддержку на высшем уровне. В этом году якутское отделение «Россоюзспас» планирует суперсплав от Охотска до Русского устья через весь континент и точку бифуркации рек. Сергей Кожегельевич Шойгу лично заинтересовался, я с ним беседовал, он поддержал. И мы сейчас обсуждаем, как эту экспедицию правильно организовать, когда ее начать, когда закончить, сколько человек пойдет в экспедиции, что мы должны иметь с собой, какая стоимость, какие применить технические средства. Участие в конференции такого уровня позволяет якутским водолазам ознакомиться с новейшими технологиями и методиками работы. И в то же время показывать, что высокий профессионализм специалистов из нашего региона признают коллеги со всей страны. И мы посмотрели и аэросани, и гидросамолет, и как экранопланы, которые там в натуре работали, и некоторые из них представляют большой интерес для нашей республики. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Арктический учебно-научный центр МЧС России, Вытегра, Вологодская область.